Здравствуйте, уважаемые телезрители! В студии Арифа Кабба, в эфире еженедельная передача «Вокруг Абхазии» о самых важных событиях в мире, во внешней политике, о серьезных имиджевых мероприятиях и о многом другом. Итак, начнем. На прошлой неделе в Министерстве иностранных дел Республики Абхазия состоялись обмен ратификационными грамотами и подписание протокола об обмене грамотами о ратификации соглашения между Республикой Абхазия и Российской Федерацией об урегулировании вопросов двойного гражданства, подписанного в Москве 27 сентября 2022 года, ратифицированного Народным собранием парламентом Республики Абхазия 30 декабря 2022 года и Федеральным собранием Российской Федерации 10 июля 2023 года. Документ подписали министр иностранных дел Республики Абхазия Олег Барциц и чрезвычайный полномочный посол Российской Федерации в Республике Абхазия Михаил Шургалин. Сообщается, что соглашение вступает в силу в день обмена ратификационными грамотами, то есть 25 апреля 2025 года. Как заявил министр иностранных дел Абхазии Олег Барциц в интервью нашему телеканалу, согласно этим договоренностям, российская сторона будет предоставлять лицам, состоящим в гражданстве Республики Абхазия и достигшим 18 лет, право обратиться в установленном порядке за получением гражданства Российской Федерации. Отметим, что перечень документов, необходимых для приобретения гражданства Российской Федерации, будет установлен в соответствии с указом президента Российской Федерации. Также министр отметил, что это соглашение регулирует правоотношения граждан Абхазии, которые уже обладают российским гражданством. К другим темам. Довольно любопытное интервью изданию Евразия Дейли дал армянский политолог Давид Петросян. В нем он коснулся темы происходящих изменений в мировой геополитике, ситуации в регионе Закавказа, армяно-азербайджанских отношений и так далее. По сути, считает политолог, в мире идет Третья мировая война, а любая война, по его мнению, это результат брака в работе политиков той или иной страны, который обычно не может быть односторонним. Центрами этой войны Петросян назвал 3 кризиса на Украине, Ближневосточный и еще один потенциальный вокруг Тайваня. Эти 3 центральных кризиса предварялись и сопровождаются рядом более локальных, 2 из которых затронули и регион Закавказья, Южную Осетию, Абхазию и Арцах, Нагорный Карабах, считает эксперт. По мнению армянского политолога, нынешняя мировая война закончится тем, что первое, будут внесены изменения в глобальные мировые структуры и правила игры. К примеру, будет расширен состав постоянных членов Совета Безопасности ООН. Не обязательно, что новые постоянные члены при этом получат право вето и будут внесены коррективы в Бреттон-Вудскую систему. И второе, в глобальном мире возрастает место и влияние условного Востока, то есть период западного доминирования закончится, уверен политолог. Наступит период паритета между Западом и Востоком, причем и тот, и другой будут неоднородны. Они будут не только соперничать, но и сотрудничать, уверен Петросян. В этой связи эксперт говорит об особом, довольно сложном положении малых народов. Цитата. Договоренности по 2 вышеупомянутым пунктам между крупными игроками постепенно стабилизируют систему международных отношений. Этот нелегкий период будет очень непросто пережить малым странам. Тем не менее, надеюсь, что крупные игроки правильно поймут интересы и значимость малых стран и поддержат их суверенитет, территориальную целостность и безопасность, отмечает Петросян. Регион Закавказья, считает политолог, следует рассматривать прежде всего как важный коммуникационный узел, связывающий западные и восточные страны через Центральную Азию. В этом контексте крупные игроки заинтересованы в том, чтобы в регионе был мир и стабильность. Если говорить о новой администрации США, то создается впечатление, что ее внимание сейчас сконцентрировано на других проблемах, которые считаются куда более первоочередными. Например, конфликт на Украине, ситуация на Ближнем Востоке, переговоры с Ираном, переговоры по тарифам с Евросоюзом, Китаем и прочих. Поэтому, как мне представляется, политика США в регионе вряд ли изменится, по крайней мере, до конца этого года. Между тем, региональные игроки имеют здесь свои цели, отмечает Давид Петросян. Говоря о роли Турции, эксперт заметил следующее. Для Турции Закавказье сегодня не имеет
имеет такого значения, как это было несколько лет назад. Азербайджан и Грузия, по его мнению, являются военно-политическими союзниками Турции. В настоящее время турецкая дипломатия и элита решают иные задачи, которые представляются куда более важными для Анкары. В частности, мы видим вовлеченность Турции в сирийские дела и резкий рост турецкого влияния в этой стране. На Ближнем Среднем Востоке для Турции создались новые возможности для расширения своего влияния, то есть стать одним из центров силы во всем этом регионе. В последние годы под руководством Эрдогана Анкара проводит такую политику на стратегическом уровне, которая преследует цель сделать Турцию одним из центров силы не только в регионе, но и в мире. Конец цитаты. Оценивая влияние России в регионе, политолог отметил, что после ухода армян из Арцаха многое поменялось. Цитата. Что касается России, то после исхода армянского населения из Арцаха осенью 2023 года Москва утеряла важный рычаг влияния в регионе. Тем не менее, границы Армении с Ираном и Турцией по-прежнему успешно охраняют российские пограничники. В Гюмри и Ереване размещены подразделения 102-й российской базы. Но в глазах определенной части армян сегодня Россия – союзник Азербайджана и важный экономический и политический партнер Турции, хотя ее экономическое влияние на этот конкретный регион все еще очень существенно, отмечает эксперт. Подробнее эти темы мы обсудили с политологом Бесланом Хагба. Предлагаем вам интервью с ним. Приветствуем вас, Беслан Алексеевич, в нашей студии. Прежде всего, хотелось бы поговорить о соглашении между Республикой Абхазия и Российской Федерацией об урегулировании вопросов двойного гражданства. Оно сейчас на слуху. Как вам кажется, во-первых, хотелось бы, чтобы вы объяснили и нам, и телезрителям, есть ли в этом что-то новое, что новое подразумевается. Как я понимаю, в первую очередь для людей, у которых нет российского гражданства, это как раз шанс заполучить это гражданство, стать гражданами России. Также, что еще, что оно собой подразумевает? Вы знаете, вообще введение двойного гражданства – это историческое событие не только в истории Абхазии, но и в истории России. Не всем странам Россия предоставляет такое право двойного гражданства. Такого института не со всеми странами, потому что для этого, для и Абхазии, и Южной Осетии это событие. Потому что все-таки знаете, как получилось? Когда начался процесс предоставления паспортов гражданств в начале 2000-х годов, когда пришел к власти президент Владимир Путин, вы знаете, получилась такая своеобразная дискриминация. Те, которые получили гражданство Российской Федерации, я имею в виду жители Абхазии, они имеют все права, льготы. Они могут ездить по всему миру. У них социальное обеспечение, пенсионное обеспечение. А получилось так, что которые не успели по разным причинам, поводам, которые не получили паспорта, оказались их тысячи в таком положении, знаете, дискриминационно, можно сказать. И долго шли споры, дискуссия была, потому что и с нашей стороны, со стороны Абхазии были некоторые проблемы, и проблемы со стороны России. И, наконец, это случилось, что вот после ратификации, после введения такого института двойного гражданства, это дает возможность Абхазии, во-первых, интегрироваться в Российскую Федерацию, тем более через Российскую Федерацию жители нашей страны, которые получили гражданство, могут ездить по всему миру. Это может быть молодежь, это могут быть специалисты, это могут быть другие категории, которые имеют право уже полноценно получить все те права, которые имеют граждане Российской Федерации. С некоторыми, конечно, нюансами, потому что вообще институт гражданства, двойного гражданства, это всегда имеет в виду. Все-таки это значит не гражданство, когда вводят двойное гражданство, некоторая специфика есть в этом отношении и по отношению, но это не значит, что какие-то дискриминационные моменты имеются в этом, потому что все эти вопросы снимаются. Я еще раз говорю, что почти после получения паспорта, уже после получения гражданства Российской Федерации, граждане Абхазии полноценно имеют все те права, которые имеют граждане Российской Федерации. Конечно, там, что имеется в виду, какие нюансы? Это вопрос строительства вооруженных сил в Абхазии, службы в вооруженных силах. И это касается и других, вообще всей правоохранительной системы. Но здесь надо иметь еще вот что. И граждане Российской Федерации, некоторые имеют право получения гражданства Республики Абхазия.
Мы этот, как раз, потому это и называется, кстати, двойное гражданство. Понимаете, но все-таки некоторые вопросы, которые возникали вот представителей Абхазии, руководства Абхазии, почти снято. Потому что в чем была боязнь населения Абхазии? Потому что это мог бы привести к изменению демократической ситуации в Абхазии. Но все это нюансы предусмотрены, все эти вопросы, я думаю, решены, ратифицированы. Я думаю, документы будут подготовлены. Это на пользу, я еще раз говорю, на пользу гражданам Абхазии, потому что это уникальный случай в истории, политической истории Абхазии. А вот интересно, есть еще с какими-то другими странами у России подобное? Понимаете, в чем специфика двойного гражданства по отношению к Абхазии? Потому что по отношению к Республике Беларусь вопрос снят, потому что это две союзные государства. С другими странами нет, потому что, я еще раз говорю, это уникальный случай вообще политической истории, правовой истории, потому что некоторые другие страны, даже развитые, например, США, не хотят ввести такое двойное гражданство. У них даже вот когда пришел к власти Дональд Трамп, он даже цену установил, кто хочет получить гражданство, любое, если, конечно, он не преступник, бандит, платит миллионы долларов, чтобы получить стать гражданином США. Вот видите, то есть этот институт, оказывается, тоже продается, тоже имеет рыночную цену. Вот видите, как получается. Но по отношению к нам этот вопрос почти решен. Я еще раз говорю, мы в ущемленном положении находились, я имею в виду некоторая часть населения Абхазии, потому что не располагали такими льготами, правами, которые имели другие граждане, которые имели гражданство Российской Федерации. Этот вопрос почти снимается. Правильно ли понимаю, что вы имеете в виду, что все-таки это привилегия? Это такой привилегия? Это очень серьезная привилегия по отношению к гражданам Абхазии, потому что, учитывая частичность признания Абхазии, мы полноценно не можем установить какие-то международные связи с другими странами. Почему? Мы должны быть честными. В ближайшее время вряд ли Абхазия будет признана большинством стран мира. Широкое признание не получит. Мы это уже об этом много раз говорили. Мир так развивается не в пользу признания Абхазии и Южной Осетии. Но как быть с теми гражданами, которые не располагают гражданством? Как быть? Понимаете? Особенно касается активной части населения молодежи. Этот вопрос снимается. Я уверен, что некоторые очень острые проблемы, которые были по отношению к некоторым категориям населения Абхазии, этот вопрос почти снимается. Я думаю, что это будет новый, знаете, такой политической истории Абхазии, правовой истории Абхазии. Это будет уникальный такой случай. И я думаю, что это будет приветствовать политическим руководством России, политическим руководством Абхазии. И я думаю, что это с одобрением будет воспринято и населением Абхазии. Большое спасибо. Хотела бы перейти к другим темам. В частности, вот вы уже говорили, что мир стремительно меняется. С вами многие согласны, в том числе об этом многие эксперты, политологи пишут, в том числе и из региона, из Закавказья. Вот один из армянских политологов, я его также привожу, его большое интервью в этой передаче, он говорит о том, что мир меняется, предсказывает, что, скорее всего, закончится это тем, что Совет Безопасности будет серьезно расширен, может быть, даже страны, которые туда войдут, будут без права вето, но, тем не менее, это произойдет. И он говорит о том, что очень важным моментом во всем этом станет то, что влияние Востока будет очень серьезным, и Восток и Запад будут в таком паритете. Да? Вот как вам кажется, что тут имеется в виду более, если узко говорить? Ну, после начала специальной военной операции все говорят в мире, уже мы видим наглядно, что мировой порядок будет изменен, причем фундаментально. О чем мы говорили после распада Советского Союза, после крушения двуполярной системы, много говорили, что вот США, вот она главная держава. Но получилось так, что события так развиваются, что все-таки после завершения, я думаю, совершенно явно в пользу Российской Федерации мировой порядок будет изменен. В каком плане? В плане расширения, может быть, и Совета Безопасности. Об этом много говорят. Понимаете, там внутри очень много противоречий. Например, Россия выступает иногда за расширение в каком плане? Например, можно допустить даже с правом вето такую страну, одну латиноамериканскую страну, например, Бразилия.
Почему Индия, почти великая держава, так мы и называем, почему она не состоит в Совете Безопасности с правом вето? Понимаете, вот Совет Безопасности, это который сложилось после окончания Второй мировой войны. Она свою миссию выполнила почти, но получается, что последние годы, десятилетия в деятельности очень много критики, потому что неурегулированность многих конфликтов, которые в различных регионах, кстати, и между прочим, между Украиной и Россией, у нас здесь на Кавказе, понимаете, ООН не может похвастаться успешным урегулированием многих конфликтов, которые в мире происходят. И потому много критики. Но, с другой стороны, она не располагает такими силами, потенциала нет урегулировать. Понимаете, нет, например, такого понятия, как войска ООН. Понимаете, есть только так называемые голубые каски, наблюдатели есть. Понимаете, внутри Совета Безопасности это великие державы, это Россия, США, Китай, Великобритания, Франция. Но получается так, что некоторые другие страны, которые имеют претензию на великодержавность, они ущемлены в этом плане. Например, нет ни одного представителя из Латинской Америки, нет ни одной страны, например, из Африки, например, Южная Африка. Из арабского мира ни одной страны нет. Большая мусульманская страна Индонезия, самая большая, я имею в виду в плане населения, не представлена. И потому много критики возникает. И говорят, что вообще-то институт надо изменить, ООН. Фундаментально, кардинально. Вполне возможно, что это произойдет и после завершения специальной военной операции. Я думаю, что то, что говорят, что у нас на Кавказе какие-то изменения произошли, они уже происходят. Связано это с событием, которое произошло, например, между Азербайджаном и Арменией, вокруг Карабаха, то, что произошло. Это фундаментально меняет знаете, такой порядок, который десятилетиями сложились на Южном Кавказе. И, конечно, и у нас тоже много чего меняется, понимаете, о чем мы с вами говорили, кстати. Знаете, то, что мы еще больше будем включены, допустим, интеграционно в Российскую Федерацию, это говорит, что гарантии, которые получает Абхазия и Южная Осетия, гарантии, это очень важно для нашей страны. Это тоже говорит, что, знаете, какие-то вряд ли произойдут фундаментально еще и на Южном Кавказе, чтобы то, что сложилось, в результате последствий этих конфликтов, какие-то изменения вряд ли произойдут. Потому что все-таки, учитывая то, что сложилось на Южном Кавказе, это, наверное, будет больше устраивать, например, такие страны, как Турция, или, может быть, даже и Российской Федерации. И потому, если какие-то страны будут, знаете, каким-то образом пытаться проводить какую-то политику такую агрессивную, потому что не устраивает, допустим, как урегулируются некоторые конфликты, вряд ли это будет получено одобрение со стороны Российской Федерации, Турции, Ирана и других стран. И потому мы видим на глазах, что это все происходит изменения, но разговор об этом будет все-таки больше после окончания специальной военной операции. Это самое главное событие, которое в мире сегодня происходит. Ну, кстати, как вам кажется, близко ли это окончание? То, что мы слышим, видим, многие пытаются, особенно США, особенно президент Дональд Трамп, говорит, что буквально через 2-3 недели. Он говорил, что вообще это в течение месяца все эти вопросы будут решены. Но события так развиваются вряд ли, потому что многие специалисты говорят, что, понимаете, одно дело остановить так называемый перемирие, другое дело мир, другое дело, как мир это как примет это все события, которые произойдут вокруг Украины, вокруг России. Ведь что произойдет? Украина, то, что имело место, Украина, имею в виду образца 1991 года, уже никогда не будет. Не будет Крыма, многие территории, которые они утеряны уже окончательно. Это говорит о том, что придется с этим смириться. Но как это сделать? Кто окажет, какие страны, давление на Украину, чтобы эта страна начала считаться сложившейся реальностью? Это самое главное. Это первое. Второе. Мы не знаем, какое отношение вообще населения Украины к этим всем событиям, которые происходят. Видите, как очень много проблем, которые имеют место, и после окончания, может быть, остановки столкновения вооруженного, урегулировано это всегда будет длиться десятилетиями. Эта практика показывает урегулирование многих конфликтов. И отсюда, кстати, уже и такой новый миропорядок, который мы увидим. И, конечно, самое главное, кто это все будет решать, это великие державы. Все-таки это Россия, это США, это Китай. Это, наверное, может быть, с некоторым подключением некоторых европейских стран. Может быть, Индии. Потому что все говорят, что то, что имело место после окончания Второй мировой войны,
порядок мировой, она исчерпала себя. Но, кстати, вот тот же политолог армянский, он говорит о том, что как раз наступит довольно сложное время для малых народов. Я думаю, он тут имеет в виду разные народы, в том числе, думаю, и про Армению тут тоже говорится, и не только об Армении, но он говорит о том, что важно то, как себя будут вести большие игроки и как они будут, условно говоря, относиться к заботам и чаяниям малых народов. Вот тут, что бы вы могли прокомментировать? Уважать их независимость, уважать их суверенитет. Вот что тут имеет в виду? Что он имеет в виду за вот этим сложным временем, как вам кажется? Вы знаете, когда происходят какие фундаментальные такие процессы, затрагивающие миропорядок, всегда в таком ущемленном положении оказываются малочисленные народы. Это имело место, кстати, когда произошел распад Советского Союза. Понимаете, мы их называем малочисленными народами, мы называем малые народы. Но имейте в виду, в плане солидарности, в плане отстаивания своих интересов, они иногда бывают более даже солидарны. И поэтому возникают проблемы этих народов, особенно такие, знаете, в больших этих странах, эта страна многонациональна. Учитывать все интересы в плане даже государственного строительства, это невозможно. Представьте себе, тысячи народов в мире проживают, если они начнут все самоопределяться в плане государственности, такой хаос в мире будет иметь место, мало не покажется. И потому, знаете, все-таки учитывать придется интересы малочисленных народов. Но надо иметь в виду вот что. В плане признания государственности мир очень осторожно относится, да, очень аккуратно. Вот то, что произошло в 2008 году, это уникальное событие по отношению к Абхазии и Южной Осетии. До этого это имело место по отношению к странам балканским, особенно по отношению к Косово. Я не могу припомнить другие события, которые в таком же положении находились, и на них указывали в плане строительства государства. Например, есть такое образование в Приднестровье. Был Карабах, чем это все закончилось, знаем. Знаете, мир не приветствует, скажем так, прямо, честно, образование новых государств. Но если у нас в нашем случае это случилось в Абхазии, надо беречь. Знаете, очень аккуратно относиться к этому. Вот то, что случилось в 2008 году с Абхазией и Южной Осетией, надо аккуратно относиться нам всегда, потому что вот те шаги, которые были сделаны Российской Федерацией, они были не очень простыми. И это надо понимать. Мы должны всегда это помнить и ценить. И потом, что касается всех остальных народов, знаете, вот когда мы с вами сейчас говорим, в мире происходит более 30 вооруженных конфликтов. Это связано с малочисленными народами. Это в Африке, в Азии. Мир об этом мало говорит, потому что это не Украина, это не Европа, это не Россия. И потому вряд ли в ближайшее время в мире появятся новые государственные образования. Потому что, я еще раз говорю, многие большие страны не хотят. Они их называют сепаратистами, они говорят, что это подрывает мировой порядок, и потому мы долго еще будем находиться, наверное, во многих регионах, в таких очень сложных конфликтных отношениях. Большое спасибо за интересный разговор. Благодарю вас. На этом у нас сегодня все. Будем продолжать держать руку на пульсе событий. До новых встреч в эфире.